Всегда делаю введение, потому что когда люди смотрят и неожиданно человек появляется, он должен сказать, что о чем все это дело, да, так сказать. И я представляюсь, да, меня зовут Павлов Василий Климович, я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия, и у нас сегодня прямой эфир. Это у нас стало обычным явлением последнее время, когда мы стали часто использовать YouTube-канал, и, соответственно, это еще транслируется на Facebook и Instagram тоже на наш. Да? Наша аудитория – это ребята, которые интересуются поступлением в разные университеты, которые хорошо учатся, которые участвуют в разных наших мероприятиях. Иногда нас слушают еще и преподаватели, значит, бывают еще и разные люди, которые просто интересуются деятельностью нашей, и плюс разные партнеры, с которыми мы работаем уже много лет. И в последнее время у нас было много интересных гостей, даже иностранные у нас были гости, говорили бы мы даже на английском языке, некоторые наши выпуски были на английском языке, и даже, имеется последователи этого дела, люди смотрят, и оказывается очень тоже интересно, да, поэтому мы думаем, что нам надо как расширять наши разные контакты, пытаться там разных точек зрения посмотреть на феномены, которые происходят в мире. Но нас самое главное интересует, естественно, образовательные темы. Как образование помогает человеку получить то, что он получает в конце. Это его место в мире, профессия, значит, обучение в университете, соответственно, нахождение друзей, разные контакты и прочее, которые помогают человеку потом создавать успешную карьеру. И, возможно, какие-то связи, которые в дальнейшем совершенно разные они могут быть, потому что мы считаем, что университет – это сообщество людей. Это не место, где на самом-то деле нужно, в общем, только приходить и учиться. Это, кроме того, место, где собираются люди, у которых есть определенное свободное время общаться с друг другом, принимать выбор очень важный для дальнейшего своего развития, для построения своей будущей карьеры. И это очень важный момент, когда, наверное, единственный в жизни такой важный человека, когда есть какое-то время что-то обдумать, подумать и совершить свой, как говорится, выбор. Ну, человек все время учится постоянно, да, и у нас сегодня гость интересный, который сам является совершенно человеком местным, да, он из города Якутска, учился здесь в местной школе, его зовут у нас Петр Неустроев, является хирургом, инноватором, организатором разных интересных проектов, стартапером и, в конце концов, человеком, который перешагнул через наши границы и создал несколько международных команд, которые работают в очень важной отрасли медицинской, биомедицинской технологиях, и он пытается создать разные продукты, которые нужны всему миру, всему человечеству именно в области медицины. И сегодня вот мы с ним имеем честь разговаривать. И, пожалуйста, Петр, расскажите про свою образовательную траекторию, как все это происходило. Особенно нас интересует, где вы учились, в какой школе в городе Якутске. Здравствуйте. Очень был рад слышать вот эту вот мысль, точнее, вот концепцию, то, что университет является местом сбора людей, а нисколько не каким-то учреждением, которое просто обучает. Это классно вообще. Надо запомнить, записать. Ну, кратко о себе. Обычно я был, есть человек. Учился я в 31-й школе, и не только. Учился в деревенских школах, штук 5 школ. Почему так происходило? Потому что мои родители, отец был директором школы, мать завучем. Они постоянно переезжали из одной школы в другую, место работы меняли, поэтому мы тоже меняли место работы. У нас в семье 5, 4 парня и 1 сестренка самая младшая. Поэтому как-то у меня жизнь такая изначально очень-очень такая насыщенная. То есть новая школа, новые люди, быстро нужно какие-то коммуникации делать. Если коммуникации не будет, то можно и
скажем так. Ну, опустим этот вопрос. Поэтому очень активно коммуникации шли. Потом я поступил в медицинский институт, потому что с детства хотел поступить, потому что моя бабушка была довольно известным хирургом, учителем нынешних всех взрослых хирургов. Все знают ее прекрасно, Борисова Матрена Гавриловна. Поэтому я поступил в университет, закончил его, всегда мечтал быть хирургом с самого начала. Поэтому целенаправленно к этому шел, закончил, поехал в ординатуру, приехал, начал работать. И тут немножко, скажем так, недвузначно все начало происходить, потому что поработал хирургом, начал развиваться, вошел в технологии, увидел, что такое технологии. И немножко у меня что-то поменялось, потому что все-таки обычная работа, обычная ежедневная такая работа, она никак меня не удовлетворяла. Мне нужно что-то находить, нужно было что-то искать, нужно что-то делать, что-то создавать. Вот такая тяга, она была, не знаю, с детства, скорее всего. И поэтому как-то так получалось. Ездил в разные страны, смотрел, как создаются технологические стартапы, как технологические компании развиваются. И самое главное, я понял то, что вот у нас почему-то, вот не знаю, видимо, это Советского Союза еще осталось, у всех такое мнение, что любые технологии, любые продукты, они появляются именно в каком-то огромном заводском таком комплексе, где сидят там тысячи инженеров, там что-то делают, там и так далее. Ничего подобного. Это тотальный бред, абсолютный. Да, такие комплексы есть, и они именно под масштабирование предназначены. А вот сами идеи, сами вот прототипы, начало этих технологий – это обычные люди. И это все происходит в обычной больнице. Вот абсолютно обычной больнице. Вначале там происходит, потом происходят заводские какие-то моменты, потом переходят в холдинги и продаются. Да? Я вот это вот увидел впервые. Это было, например, в каком-то году, в 2012 году в Германии это было. Я просто поразился, когда молодые ребята, 4 молодых парня, лет 19-22, там, да, скажем, и один взрослый хирург им рассказывает, как должен выглядеть инструмент хирургический. Они это все рисуют, потом выкраивают из бумаги обычной, потом это все показывают. И вот так происходит прототипирование. И в конце концов, через 2 года выходит этот инструмент, и я его вижу уже в своей больнице. И мы его покупаем за большие деньги у компании Клашфорд. Вот так. И тогда во мне что-то сломалось. Да, вот, именно в тот момент. Вот такая жизнь. Да. Ну вот интересно то, что вы сегодня рассказали, да, это то, что, ну, про вашу бабушку, да, например. Вся республика, наверное, многие люди знают про нее, про Матрёну Гавриловну, как она, значит, такие успехи, да, человек, который неординарной судьбы, которая смогла пробиться в очень сложных обстоятельствах, обстановках, да, так сказать, туда на самые верхние эшелоны хирургические. И первый человек, который так много работала, да, так сказать, в ее части, да, были и очень сложные операции, абсолютно человек, который без всякого страха, да, так сказать, вот в каких-то там деревенских условиях, да, делала вот эти просто невероятные операции, и это вот за это, да, так сказать, можно вот очень уважать людей таких, которые занимаются вот медициной, да, так сказать. И тем более обычно вот очень трудно женщинам заниматься хирургией, а вот она этим занималась, да, так сказать. И совершенно очевидно, мы можем еще сказать, что она, кажется, работала, вот когда был хирург знаменитый Альперович, да, так сказать, здесь же были на самом-то деле в Якутии очень многие известные люди и невероятно талантливые, и поэтому мы можем этим гордиться. И как раз многие вещи, которые вы делаете, оно связано с таким латинским словом nexus, да, так сказать. Вы где-то видите всегда соединение, да. Nexus – это очень хорошее слово, оно исходит из того, что что-то было хорошее, да, так сказать, из этого что-то начинает происходить, потому что это и есть вот сама философия развития вот таких вещей, как, ну, на мой взгляд, да, хирургия, медицина и прочее, потому что оно всегда основывается на традициях.
если есть сильные традиции, то оно должно идти, развиваться. И в Якутии очень сильно таким большим трудом, да, так сказать, большими, ну, героическими усилиями все-таки была создана какая-то вот медицина, хирургия очень сильная, да, и вы смогли там ездить по разным странам, увидеть это. И как вы думаете насчет этого, вот как мы отличаемся, насколько мы находимся на уровне, отвечаем ли мы тем международным стандартам или нет, как хирурги вы, например, да, так сказать, или вот наши медики. Как вы думаете, вот вы часто ездите, можете сравнить? Да, ну, скажу сразу, да, вот, может быть, в 1950-х годах, вот особенно когда вот в 60-х, когда моя бабушка как раз вот работала, им было вот нереально трудно, потому что в то время все через книги происходило. Вся информация, она заходила через... Они ездили специально в Ленинград и в Москву и читали книги. Для того, чтобы читать книги ездили специально. Это звучит сейчас, конечно, дико, да, но специально ездили, чтобы читать книги. Сидят в библиотеке и занимаются в течение 2 недель. Вот такая вот ситуация у них была. Потому что информации невозможно было достать. Сейчас с информацией легко. Сейчас любой человек в любой деревне может все что угодно найти на самом деле. Поэтому на самом деле сейчас, как всегда говорится, что вот у нас в Якутии тяжело, трудно. Я не соглашусь с этим абсолютно. Это было бы желание, да. Если есть желание, человек может это делать. Что касаемо нашего вот уровня, вообще наш уровень людей очень даже хороший, на самом деле. Мне очень нравятся наши якутские ребята. И вообще мне очень нравится то, что наши ребята никогда не думают, что они маленькие, что они не могут. У них очень мощные сразу посылы. Они сразу идут. Мы хотим на международную экспансию пойти, да. Мы хотим создать компанию «Единорог», да. Вот это очень круто. Вот так и должно быть. На самом деле у маленьких народов больше шансов, чем у больших народов, Мгм. если честно сказать. Потому что в мире сейчас очень котируются маленькие народы. Например, я маленький пример такой хочу рассказать. Мы Мгм. когда в стартап нетворке были, это происходило в Сан-Франциско, и мы выступление начали, вот наш ролик начался с того, что мы замерзшие такие там выходим из, что-то такое было, короче, у нас. И весь зал, им было, огромный зал, куча народу, там практически 500 человек, им было как-то неинтересно, кто-то слушает, кто-то не слушает всех остальных, да. Мгм. А тут весь зал замер. Они все обратили внимание, им всем стало интересно, потому что вот у иностранцев в мире вообще как бы сейчас очень большой тренд на тяжелые условия труда. Скажем, Мгм. никому не интересен житель там Лондона, например, который, Мгм. скажем, а вот, например, житель Океании очень интересен, да, или там житель, скажем, какой-нибудь там Тасмании тоже очень интересен, либо Мгм. житель там Эскимос там, например, Мгм. очень интересен. Поэтому такой тренд есть, и надо этим пользоваться, надо идти вперед. И я сейчас не вижу никаких моментов, чтобы не хватало информации, это раз. А что касается медицины, скажу так, что в хирургии и вообще в медицине, вся медицина одинаковая. Это Мгм. как бы, может быть, кто-то не согласится, но на самом деле мы можем лечить плохо, мы можем организовывать процесс плохо. Это другой вопрос. А оборудование, оно одинаковое. Что в Майами, что в Якутске, что в Москве, там, я не знаю. Потому что одни и те же компании, одно и то же оборудование. Поэтому они оснащаются все одинаково. Поэтому шансы есть у всех, и уровень может быть разный только за счет там, неправильной организации, либо там, люди еще не научились там или еще что такое. А на самом деле вот сам основной уровень, базовый, да, он у всех одинаковый. Поэтому у нас очень большие шансы быть в высших таких эшелонах. Мгм. Ну, я, как говорится, отчасти даже согласен с этим, может быть, потому что я не знаю специфики, как, значит, работает хирургические технологии и прочее. Но могу сказать, что всегда, кстати, вот к жителям Якутии, к якутам относились в России с уважением. И в свое время всегда вот говорили, да, так сказать, ну, даже вот какие-то известные исследователи, которые посещали Сибирь, Восточную Сибирь, и говорили, вот есть такая знаменитая фотография, там было сказано, да, shrewd and enterprising. Это в отношении якутов, да, так сказать, проницательный и предприимчивый.
То есть эти эпитеты, которые всегда были, да, касались нашего народа в этом плане, и всегда с уважением к нам относились, и поэтому мы знаем даже, вот если вы прочитаете Гончарова, если вы даже если работы прочитаете, значит, Спиранского, да, почему вот, например, дали очень хорошие и выгодные условия налоговые, да, для якутских людей, это освободили их от платы налогов, это чисто потому, что из-за их таланта и способности развиваться, создавать такое новое качество и возможности, которые они давали для того, чтобы развивать нашу страну, Россию, как то государство, которое мы сейчас пытаемся создать. И действительно в этом плане, да, наш народ может быть исключительно таким полезным и нужным для этого развития. И поэтому вот даже несмотря на то, что живем очень далеко, отдаленно, но у нас есть какие возможности, да, это люди, которые талантливые и умеют и пытаются что-то сделать новое, интересное. И скажите, пожалуйста, вот как человеку определить, что у него есть такое не тяга даже, да, он предрасположен к этой профессии, вот как медик или хирург. Есть ли такое вообще? Можно ли сказать, что этому человеку есть какие-то признаки, по которым можно судить и сказать, да, это не мое. Такое может быть? Э, Я раньше как бы думал, что все-таки какие-то таланты предрасполагающие есть у человека. Мгм. Мое мнение было, скажем, до 2016 годов, да. Мгм. Сейчас мнение изменилось. Я не знаю почему, но сейчас я лично считаю, что человек должен заниматься тем, что ему хочется, что ему нравится. Потому что самая большая проблема – это когда человек идет на работу нехотя. Это вот самое отвратительное, что может происходить с человеком. Отсюда все, и стрессы, и нежелание работать, отсутствие компетентности в своей деятельности. Да? Он приходит, ему наплевать все, что происходит там, в общей больнице, там еще что-то, лишь бы получить зарплату какую-то, я не знаю, отсидеть, да, вот 3 часа сразу пойти домой. Вот это все происходит из-за того, что человек не мотивирован, он не получает кайфа от своей деятельности. Вот это самое плохое. Поэтому, на мой взгляд, например, если по профориентации, ну, все-таки я доцент, как бы, кафедры СВФУ, да, по профориентации, если сказать, то я думаю, что просто нужно ребятам показывать разные грани. Мгм. И где-то они как бы именно душой поймут, что они хотят этим заниматься. Потому что я не думаю, наши дети довольно поздно развиваются, они даже учась в медицинском институте, они до 6-го курса не знают, кем они будут. И частенько они попадают в те места, которые им просто, ну, как бы, скажем так, обстоятельства так сложились. И потом происходит чехарда, да, не хочу работать, хочу это, там, и так далее, и так далее, и так далее. То Мгм. есть поэтому нужно заниматься тем, что нравится, но никак не тем, за что там платят деньги, там, или еще что-то. Это абсолютно неправильно. Но это действительно так, потому что, ну, мы замечаем, как дети, которые учатся в школе, не хотя идут в школу. И когда объявляют актированные дни, у большинства наших школьников бывает очень радостное расположение духа, и улицы иногда заполняются молодыми, ну, значит, юными школьниками, которые радуются такой свободе, да, так сказать. То есть школа некотором образе даже не является тем местом, куда люди стремятся. Почему это такое происходит? И как мы можем это преодолеть? Есть ли у вас какое-то впечатление, как человека, который прошел так много разных школ, и, может быть, у вас сложилось свое собственное мнение по этому поводу? Я в этом плане я хочу рассказать маленький пример, да. Ну, в наше время, нет, маленькая ремарочка такая, в наше время, конечно, другое было. У нас все-таки в то время, ну, реально, скажем так, было неинтересно в школе учиться. Там было другое, там был бандиты, да, там 90-е, там черные машины, ну и так далее. Там немножко совершенно другая была технология, скажем так, жизни. Сейчасшние школьники совершенно другие, они абсолютно по-другому мыслят, и за них я не скажу, но есть такой маленький пример в моей жизни был. Мне очень сильно отложился в память. Мгм. Абсолютно не любил историю я. Мгм. Вот в школе вообще просто ненавидели ее, потому что нудно, тяжело нам читали с учебника, там что-то. И я помню, наш учитель истории, это было в 31-й школе города Якутска, он то ли заболел, то ли что, а вместо него пришел молодой парень из Якутского университета, госуниверситета, исторического факультета, заменять. Он пришел,
И он начал рассказывать про это, ну, там тема была про, скажем, ордынская ига, там, Золотая Орда, там и так далее. Человек пришел с классным плакатом, на котором нарисованы там татаро-монголы, там русские воины, там что происходило, как происходило, какие у них взаимоотношения были человеческие. Было так интересно. Мы эти 2 недели всем классом бегом бросались в кабинет истории, чтобы послушать этого человека. Вот 2 недели, все, после этого опять началось вот это нудное, бессмысленное, ничего не помню, грубо говоря, такая вот вещь. Вот человек умел просто, он жил этим, он болел этим. Поэтому он рассказывал так, что дети все, никто не пропускал этот урок. Они все приходили. Поэтому, скажем так, мне кажется, что в нашем образовании очень много не хватает того, что у нас опять же работают очень много людей, которые не хотят этим заниматься. Они работают просто так. Да, то есть провести урок какой-то. И это количество, видимо, большое. Почему они плохо рассказывают там, и так далее. Я смотрю сейчас на дистанционные уроки своих детей, например, то же самое. Да, там, просто зачитка учебников. Или в самих учебниках, в самой программе тоже все заложено настолько странно, что, например, даже мой сын, ученик 7 класса, сидит и говорит: пап, это же неправда. Он берет, интернет открывает, прямо сейчас начинает читать разные, говорит: а почему так? И начинает думать, и он сразу начинает критиковать, да, и ему сразу становится неинтересно. Вот эти вот, мне кажется, это очень тяжелая, большая проблема, которую сразу так не решить, если честно. Но это вот та ситуация, которая есть, и на самом-то деле в жизни человека его школьная пора — это то самое золотое время, когда он может создать себе тот шаблон, по которому он может идти и сделать действительно успешным и свою будущую дальнейшую жизнь, и обрести те знания, и даже не знания, да, а умения, и используя их, он может сделать что-то абсолютно другое, лучшее. И это замечательное, как говорится, золотое время. Нужно подпитывать, нужно его развивать, и поэтому нужны самые лучшие и, наверное, самые, скажем, передовые знания в этой области, да, самые передовые, может быть, лекции для этих детей. И на самом-то деле дети, которые сами пытаются что-то найти по YouTube, ищут и прочее, получают гораздо больше. И сейчас у нас гораздо много ребят, которые путем самообразования смогли достичь больших успехов. И мы видим, потому что каждый день мы с ними общаемся, и слава богу, что это есть интернет и прочее, да, так сказать. Насколько сейчас в вашей жизни вот это все изменилось, да, так сказать, с появлением новых технологий, как вы это все применяете в работе, как вот поменялся, как говорится, модус вивенди ваш, да, так сказать, полностью или нет, как? Поменялось, конечно, все радикально, абсолютно радикально. Я совершенно другой человек, в отличие, скажем, от 2011 года. От 2009 год я был главным хирургом города Якутска тогда. То есть, работал в аппарате, да. 9 год, 10 год. Это я был совершенно другим человеком. 12 год переломный такой, стрессовый, да. 13 год тоже непонятно, 14 непонятно там. 15-й я начал понимать, что происходит, 16-й, и вот как-то так мне происходит. Это, конечно, поздно, мне сейчас 42 года, я был бы рад, чтобы это произошло мне 20 лет. Но, к сожалению, как-то так получилось, что немножко так поздно развиваемся. Да. А вообще... Ага. Ну, расскажите, да, и А, вообще. а вообще в технологии, конечно же, поменяли все. То есть мы сейчас, у нас, например, все международные зумы происходят, там зумы, либо хоть на любой платформе, там Google Meet, например, постоянно используем, да. У нас постоянно происходят планерки какие-то, все делается. Все программы покупаем, мы знаем все самые новые вещи, потому что мир, на самом деле, он маленький. Вот всем кажется, что это где-то далеко, где-то там как-то это возможно. Ничего подобного, абсолютно. Мир маленький, хороших людей очень мало. Мир, технологический мир, он вообще маленький. Например, когда мы собираемся где-нибудь на Open Innovation там, или там Сколково, да, сколковские какие-то мероприятия, этих чуваков все знают.
абсолютно. И самое смешное, что ты потом, когда видишь, с ними подписываешься, да, там, в Фейсбуке там, или в Инстаграме, и ты с ними постоянно общаешься. И это очень круто. Вот это комьюнити, оно тебя развивает. Хочешь, не хочешь, ты все равно знаешь, что происходит сейчас в мире, как происходит. Тебе не хватает какого-то инженерного там скилла, да, ребята подкидывают. Есть такой чувак, который может это сделать, например, или еще что-нибудь. И поэтому вот эта вся информация, она как бы стекается постоянно, и ты всегда находишься на острие атаки, ну, на гребне волны. Поэтому технологии как раз-таки, вот именно информационные технологии как раз-таки дало возможность развиваться всему миру. Не конкретную какую-то часть, точку, где все кумулируются. Например, Стэнфорд, да? То есть Силиконовая долина – это что такое? Это кумуляция вокруг университета Стэнфордского людей. Сейчас это не важно. Не надо сидеть в Стэнфорде. Тем более сейчас пандемия показала, что большинство компаний уехало из Калифорнии, оставив свои эти. Потому что, ну, зачем? Какого смысла нет? Можно общаться хоть откуда. Сидеть на Аляске и что угодно делать. Поэтому вот так вот. Мгм. И вот можете рассказать, как ваш первый проект, да, как он происходил, что было началом, какие вы получили от этого, значит, новые знания, были ли какие-то неуспехи, неудачи, что помогло вам потом уже развивать другие проекты? Ну, первый проект, он сейчас и продолжается. Это как бы Мгм. наш хребтовой такой проект. Это мы создавали новый вариант хирургического робота. Ну, именно в той среде, где я работаю, да, как бы очень хорошо зная, что там происходит, что нужно хирургам, поэтому мы начали создавать этого робота. А у нас вообще как бы это все смешно происходило. Мы работали с Иваном Поповым тогда, в то время. Мгм. А все как бы, грубо говоря, я скопил свои отпускные и под крик семьи, под крик жены уехал в США, просто тупо вообще, просто взял билет и поехал. Мы поехали в долину смотреть, как там люди что делают, как это происходит. Заглядывали всем, там, писали в почту, там, звонили, просто без спросу приходили, посещали все метапы, которые там все происходило. И тем самым таким вот, скажем так, викингским способом, ну, познали очень много. Познали, что мы никто, что зовут нас никак, да, что нужно развивать это, развивать то, нужно находить инженеров, нужно делать прототипы, как их делать, где их делать, откуда брать финансирование, откуда брать деньги. Вот это все приходило очень и очень там, с кровью, короче, грубо говоря. Это был 16-й год, 15-й год это было, и потом 16-й год тоже. То есть мы практически 2 или 3 раза ездили в Америку. Мгм. Потом в Лондоне были, в Париже были, в Амстердаме очень мощная школа, скажем, инженеров. В Китае постоянно висли почти по полгода в Шэньчжэне. Вот такая вот история. Мгм. И вот расскажите, как вы приехали туда, да? Вот мы из Сибири, да? Я, ваша тетя из Сибири, приехала туда, как говорится. Что там происходило в Америке? Как вас, что, вот вы впервые приехали в Америку, куда вы приехали? Это Лос-Анджелес или как? Как вы летели, да, так сказать? Что вот было, да? Это же интересно узнать, как это все происходило. Вот просто ощущение даже. Это с С точки моим зрения того, да, с точки зрения того, что надо иметь какую-то храбрость и рисковать, чтобы чего-то добиться. Ну да, сейчас, например, я смотрю, как это был авантюризм чистой воды, и это было правильно. Мы абсолютно уверены, что если бы так не сделали, мы никогда бы не вышли никуда. Мы просто взяли билет, купили, полетели через Турцию, через Стамбул с моим очень-очень посредственным интермедиат. Э, Ну, на какой интермедиат? Там вообще, наверное, скорее всего, beginner, наверное, скорее всего, был такой. То есть мы могли... Ну, Иван хорошо говорил в английском, а я так, еле как. Поехали, прилетели сразу в Сан-Франциско. Прямо. Прилетели, вышли, открыли рот и начали смотреть, стоять. А что дальше? Вот куда идти? Да. Ну, окей, хорошо. Поселились в отеле. Точнее, не в отеле, а в мотеле, денег было мало.
на наше несчастье мы по дурости поселились на 9-й улице в Южном Сан-Франциско. Это было вообще, ну и немцы. Это абсолютно, ну, извините меня, скажем так, толерантные люди. Черный район, где где, короче, посреди дня можно и пулю схватить и так далее. Вот в таком районе поселились. Ну, потому что мы не знали, куда селиться. По мотивам этой улицы снимали знаменитый фильм, там, комедию «Не грози Южному Централу», попивая там пиво себе на квартале и так далее. И поселившись там, мы потом, конечно, переехали оттуда. Ну, поехали. Мы думали, что долина маленькая. Честно. Мы думали, что это университет, и там можно прийти, просто их походить. Ничего подобного. Абсолютно. Вообще другая экосистема. Там между Пало-Альто, скажем, там, и Маунтин-Вью там нужно ехать по машине, да, там, час с лишним там. Мы на поезде ездили. Потом велики взяли, там, по 70 километров крутили педали. Деваться не было. Потом, наконец-то поняли, как нужно снимать машины, арендовать там и так далее. Взяли мотоцикл, начали мотоциклы ездить. Ну, как-то так начали свыкаться. Притом наши маленькие деньги нам постоянно экономили, да, на всем практически. Успевали что работать. Подрабатывать там нелегально, конечно, но ну, что делаешь, деньги нужны были. И вот так вот. То есть абсолютно такая дикая стартаперская жизнь. В хостеле жили с индийцами ребятами, там, с аргентинцами, ну, с такой очень как бы опасными чуваками. Ну, хотя на самом деле или нам повезло, или как, но там в основном все молодые ребята, которые там тусуются, они что-то делают. У них какой-то свой стартап, какая-то своя идея, проект, они его пытаются продвинуть. И вот он вот такой вот мощно, короче, был вообще. Сейчас вспомнить. Как-то так. А у вас был какой-то контакт там определенный, да, человек, который сделал там главные introductions или прочее? Ну, и мы изначально как бы, у нас был контакт с украинскими ребятами. Такие вот есть Юлия Смелая, например, да, довольно известная сейчас личность, она активно продвигается, мощно. Ну, она уже американка давно. И у них, мы с ними как бы участвовали, как бы, там был такой из восточноевропейских стран была такая тусня. Мгм. Ну, мы там поучаствовали, заняли там, по-моему, 2-е место, 10 тысяч долларов взяли за это, да, и первого инвестора встретили. Его зовут Майк Сандлер. Мы к нему поехали в Пало-Альто, это было смешно так. Приехали, он говорит, что, ребят, показывайте свое. Мы показываем, он говорит, говно. Поняли, встали, ушли. Через 2 часа перезванивает. А может, и я и был неправ, давай встретимся еще раз. Приехали еще раз. Ну, как-то вот так все происходило у нас. Это мероприятие. И потом мы просто сами уже как бы знали. Там невозможно потеряться. Там очень коммуникантные люди, коммуникабельные люди. Там с одним познакомился, с другим познакомился. В баре буквально познакомились с чуваком, он оказался инженером. И через него пришли на очень крутую тусовку в коворкинг. Вот так все происходит. Там все как бы дышат этим в самой долине. Поэтому это легко. Ну вот представьте себе, да, так сказать, это довольно плоская такая земля, растут пальмы, дома расположены далеко друг от друга, там невозможно пешком ходить, часто нужно только ездить, да. Есть места, где люди играют в гольф, есть места, где, ну, как-то вот ты не найдешь там буквально какие-то там грандиозные здания и прочее, да, все низкоэтажное, да, все вот довольно разбросанное, и все это вот, ну, люди называют долиной, да, фактически. И там происходят разные темы. Где-то тут, там и прочее. И просто так с улицы войти в этот круговорот событий очень трудно. А вам все-таки удалось, да, через каких-то там знакомых и прочее. Действительно, это было сложно, да, я так понимаю. Сколько заняло это Нет. времени? Нет, это не сложно. Во-первых, Мгм. начнем с того, что там существует куча приложений. Мгм. Ну, начнем с простого. Meetup называется один. Мгм. Простое приложение. Регистрируешься на этом приложении, и у тебя выходят разные метапы, ивенты, да. Туда есть бесплатные, да.
абсолютно бесплатно, 0, да. Есть вообще, которые, где предлагают еду и там, вплоть до выпивки, вплоть до пива, Мгм. лишь бы Мгм. пришел. Мгм. А есть платные, которые очень дорогие, там $600 стоит, например, один вечер. Почему? Потому что там собираются, скажем, представители фармкомпании, например, приходят. Мгм. То есть ты можешь успеть там сделать pitch elevator свой, да? Мгм. И поэтому очень легко. Регистрируешься и идешь. Все. Приходишь Мгм. туда, они тебя спрашивают твой ID, оказываешь, заходишь и начинаешь общаться. Люди там сразу общаются. Мгм. Типа, о, ребята, вы откуда? Мы оттуда. А что вы делаете? А мы делаем вот. Они такие, да. И в этот момент ты за 30 секунд успеваешь рассказать весь свой проект. Вот Мгм. это главное. Если ты умеешь хорошо рассказывать и умеешь, вот, скажем так, человека к себе расположить, это очень-очень большие дает возможности. Мгм. И начинаешь знакомиться. Телефоны, фейсбуки, линкдины, ватсапы, сигналы и так далее. Поэтому легко. Мгм. И вот скажите, как вот вы выработали, да, такую способность за очень короткое время рассказать суть своего проекта? Обычно нашим людям трудно это сделать всегда. Нет, вообще на самом деле, если человек не может за 30 секунд рассказать о своем проекте, значит проект не готов. Мгм. Просто, это очень просто. Есть такое, ну, знаменитое правило, все, наверное, знают, если ты не можешь рассказать своей маме, позвонить и рассказать своей маме, и она не поймет, о чем речь, значит, твой проект, ну, можно не делать. В смысле, развивать еще нужно еще дальше. Ты должен уметь это делать. Это неукоснительное правило, да. Если ты не знаешь свой проект, как узнают об этом другие люди? Это невозможно. Поэтому, я не знаю, но надо просто работать и все над собой. Ну, Мгм. мне, может быть, легче было разговаривать, потому что, ну, и Ивану легче, потому что он всегда был таким коммуникабельным человеком. В Ленском крае еще мы с ним познакомились тогда. А, а мне легче, потому что я доцент, у меня куча лекций было постоянно. Мгм. Никакого вообще такой страха там и зажимания никогда не было. Мгм. Не страдал этим. Мгм. Это замечательно. Ну вот я напомню, что Иван Попов — это наш постоянный, как говорится, эксперт Малой академии наук Ленского края. Он всегда нам помогал и помогает по работе с детьми, с одаренными, создает интересные проекты. Как раз у него был такой проект, связанный с, значит, искусственным, там называется, частями тела, да, так сказать, рука была конкретно. И он этим проектом несколько раз нам значит, проводил такую интересную работу с детьми, чему я очень благодарен. И я вот действительно скажу вам, что вот такие люди, как и Иван, и вы, Петр, да, так сказать, действительно не имеете страха, да, так сказать, уже научились жизнью быстро общаться, говорить. И самое главное в науке особенно, это то, что называется коммуникация. Это способность передавать то, что вы изучаете, простыми словами человеку, которого обычному среднему человеку рассказать это. И это самое важное, как skills, который мы должны вырабатывать в себе, как люди, которые занимаются наукой, учеными делами научными. И ребята, вот если вы, как говорится, научились этому, то это очень хорошее, как бы всегда поможет в дальнейшем. И скажите, пожалуйста, вот вы слушали ли других людей, да, как они рассказывают, помогло ли это вам в дальнейшем вашей работе, то, что там происходит, вот как, или вы только свое рассказывали, да, как-то были сфокусированы на этом, как там происходило все? Не, ну, конечно, мы слушали, мы смотрели на людей. Например, воочию видели Илона Маска, например, скажем. Мгм. Начнем с этого. То есть это самое классное, что ты там видишь, это что люди свободны. Вот люди свободны, и они делают то, что хотят делать. Это самое крутое. И они не боятся там, у них нет границ. А, с интернетом что-то не очень, да? Не, А, нормально, очень нормально. хорошо слышно все, да. Все нормально А, слышно. они не боятся, они делают. И весь мир, на самом деле, после Америки я понял, что, скажем, если раньше я не понимал, что такое человек мира. Мгм. А после этого я понял, ну, можно работать в любой стране абсолютно, это неважно. Гражданин какой-то страны тоже как бы, ну,
круто, да, там, мы, конечно, патриоты своей родины, мы являемся там россиянинами, якутянами, да, но это не означает, что ты должен сидеть обязательно в Сиа-Валасе и только там находиться. Это бред, это было тогда, когда не было информации. Сейчас Мгм. можно находиться на Луне, а то, что ты ощущаешь себя там, саха, да, это Мгм. одно. Мгм. А, мировоззрение твое такое. Мгм. Жить и мы обычно как бы, если у нас проект где-то в жестком стиле работает, мы там и находимся. Там нет у нас понимания такого, что мы должны по прописке где-то жить, там, скажем. Мгм. Хорошо. Тогда скажите, да, вот вы посетили еще Шэньчжэнь. Вот какая, Мгм. вот и существуют ли между ними какие-то глубокие различия между А, Силиконовой долиной и Шэньчжэнем? я скажу сразу, да, вот есть такой миф, что вот особенно у нас как бы очень сильно пытаются проецировать такой миф на людей, что типа модель Китая это круто, она закрыта, это почти Советский Союз, но он такой крутой. Это все как бы вообще жесткий миф, это вранье, полное при этом. Мгм. Ничего подобного. Шэньчжэнь – это зеркало Гонконга. Это была деревушка рыбацкая, да? Она развилась только почему? Потому что Гонконг – это офисные здания, а Шэньчжэнь – это заводские. И они в жестком стиле торгуют. И вообще, когда начинают рассказывать о том, что Китай, там, торговая война, там, и так далее, может, политики и воюют, но настолько сильно Китай интегрирован в экономику США, и США настолько сильно интегрированы в экономику Китая, что это просто лапша на птичьем молоке. И в Шэньчжэне там ребята точно такие же. Они, а, у них бизнес, и все. Они совершенно другие. Вот пекинские китайцы, я в Пекине несколько раз был, и шэньчжэньские китайцы – это разные страны. Это абсолютно разные страны. Вот ближе к Шэньчжэню, например, вот, ну, провинции Гуандун, да, ближе к ним, ну, шанхайские, да, люди, да, вот Шанхай, вот это вот ожерелье, да, вот это вот Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, и, например, к ним близки тайваньцы, например, по духу. Мгм. То есть абсолютно открытые люди. И поэтому, когда говорится, что там совершенно другая, скажем так, политика, мы этого не заметили. Там абсолютно было открыто. Мы были в технопарках шэньчжэнских разнообразных. Мне понравилось то, что Китай пользуется своим, скажем так, своим правом ограничивать свободу людей, да? То есть, наоборот, в лучшую сторону пользуется. Я сейчас поясню. Например, скажем, в Америке очень трудно ограничить свободу людей. Там сразу начинается... У них изначально демократия была как бы основой, поэтому все за деньги как бы. Если ты можешь привлечь деньги, там, венчурные деньги, там, еще деньги бизнес-ангелов, то да. Если нет, то нет. Ну, гранты есть какие-то государственные, но это немножко другое. В Китае совершенно по-другому все устроено. У них вот нам нужно брать пример с них, вот с одной стороны. У них, если есть хороший проект, и он проходит в какие-то акселераторы, заходит в какие-то государственные штуки, да, то им делают все бесплатно государство. Потому что государство правильно рассуждает. Мы платим деньги этому технопарку там, или еще кому-то, да, акселератору. Они сидят у нас на зарплате, соответственно, пусть они делают все бесплатно. Да, вот. И поэтому у них быстро-быстро-быстро выстреливает вообще. У них, например, появляется какая-то новая технология, идея, она через 3 месяца на рынке уже. А учитывая двухмиллиардный рынок внутреннего Китая, ну это вообще просто суперски, вообще просто выстреливает за 3 секунды. И частенько они вообще на внешний рынок очень мало работают. Почему-то все считают, что китайцы работают на внешний рынок. Ничего подобного. У них 80% продаж – это внутренний рынок. Только после этого они куда-то что-то пытаются продать там, на мир. А, к сожалению, торговля с Российской Федерацией у них вообще там в процентаже даже не стоит. Поэтому, когда ты начинаешь с ними общаться, они очень с трудом, ну так, типа, а сколько вы штук будете заказывать? Ну, там, 300. Уже у них интерес сразу теряется. Ладно, все. Поэтому это мир такой. Нужно просто понюхать его, нужно съездить, пожить. Не приехать как турист и с гидом походить, а пожить. Вот прям полгода. Вот тогда вот что-то понимание возникнет. Поработать. А вам удалось с кем-то пообщаться, который родом из России, в этих или в Силиконовой долине, или в Шэньчжэне?
Конечно, конечно. Если сказать про Силиконовую долину, там русскоязычных ребят очень много. Я думаю, там 5% где-то, наверное, скорее всего. Там везде можно в любом месте разговаривать по-русски можно совершенно абсолютно. И в больших крутых стартапах всегда есть разработчики и какие-то управляющие, и основатели, и директора, которые из России, либо из Украины, с Белоруссии, там, с Восточной Европы. Что касается Шэньчжэня, там русских очень много. Там рестораны русские, там абсолютно на рынках вот эти вот перевалочные, тогда очень много ребят. Там есть компании абсолютно китайские, но с русскими основателями. Ребят очень много на самом деле. И классные ребята, они, к сожалению, вот в большинстве своем там. И, ну, мы действительно, да, кстати, я догадывался, что, наверное, там абсолютно другая атмосфера, связанная там с Гонконгом, большие там финансы рядом же, да, и трансфер технологий, соответственно, очень интересная такая транзитная зона, в которой все это развивается и прочее. Что-то такое может быть в России или она уже существует где-то? Ну, в России, ну, мне, например, сейчас очень сильно нравится Москва. Несмотря на весь хейт, который в сторону нее идет, там типа, ну, все знают об этом, да, но на самом деле это очень хорошо оцифрованный, очень хорошо организованный европейский город. Вот как бы там ни говорили, ну, извините, я абсолютно не поборник власти, абсолютный, можно сказать, оппозиционер, но все-таки правде в глаза нужно смотреть. Москва очень хорошо организованный город, очень оцифрованный. Там можно заниматься бизнесом в любую сторону хоть как. Там можно, сидя с ноутбуком, организовывать производство запросто, что и мы сделали вот этой весной, например, скажем так. Поэтому есть такое место. Очень хорошее место Сколково. Тоже, несмотря на то, что пытаются все говорить, что там ничего нету, ничего подобного. Очень много крутых проектов. Да, из-за отсутствия рынка в России они выходят в мир, и как бы мы не видим этих продуктов. Это не означает, что их нет. С этого, да. И такие же вот технопарки, Иннополис казанский, прикольная вещь, например, скажем. Да и наш технопарк, IT-парк, я бы не сказал, что здесь что-то... Да, он маленький, но там своя атмосфера тоже есть. И у нас тоже есть очень хорошие стартапы, очень хорошие компании и развивающие. И очень сильно помогают ребята с IT-парка и с технопарка. Вообще мне вот команда Анатолия Аскаловича Семенова вот, очень жестко нравится. Раньше, ну, как бы все их хейтят же, говорят, там, КВНщики, там, еще кто-то там и так далее. Ну, подразумевая то, что их кто-то назначил, и они там бабки гребут лопаты. Ничего подобного абсолютно. Это ребята живут этим, они пытаются сделать вот реальную такую инфраструктуру, чтобы эти проекты выходили. И очень сильно помогают. Постоянно при том. Мгм. Поэтому так. Мгм. Ну и у нас же еще есть концепция, да, что все-таки в Якутии можно или нужно даже развивать креативные индустрии, которые помогут. Ну, в любом месте, где нужно создавать совершенно новые индустрии, там есть вот какой-то шанс развития. Когда вот вы уже много раз пытались там традиционными разными индустриями и прочее, не получается, но абсолютно новая парадигма, да, она создает возможности для молодых людей закрепиться там, где нету сверху так называемой надстройки, которая обычно довольно, как говорится, затормаживает или каким-то образом не дает возможности развиваться. И поэтому всегда новая индустрия– это самая замечательная вещь. И люди, которые этим занимаются, обычно всегда молодые по возрасту, у них открытый, как говорится, мозг, ко всему они относятся по-другому. И поэтому, естественно, эффективность гораздо больше в этом плане. И это всегда очень хорошо, конечно. И говоря об этом, как вы думаете, что нам еще нужно сделать в Якутии, чтобы это еще сильно развивалось? Естественно, у нас, конечно, маленький такой круг и обороты и прочее, но что может быть такое? Возможно, там в какой-то связке, да, как опять же, да, тут вопрос Нексуса возникает, да, так сказать. Обычно когда у вас какие-то связи есть и прочее, это все лучше развивается с какими-то другими центрами. Как это сделать? Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Мое мнение в этом плане немножко развернуто скажу. Вообще
на самом деле, когда у тебя ничего нет, тебе легче развиваться. Тем, когда у тебя есть все, скажем, да. Когда у тебя есть уже, например, какая-то жесткая инфраструктура чего-то, тебе очень трудно забыть эту инфраструктуру и начать новое. Это очень трудно. Вот история там британского флота, да, скажем, Первая мировая война, там, британский флот в 5 раз сильнее всех флотов мира на тот момент должен быть. То есть у него первый флот, второй флот, третий флот. И бросив все линкоры, все команды, всех адмиралов, которые воспитаны под линкоры, да, там, под дредноуты, да, все университеты, которые выпускают этих вот офицеров и так далее, всю эту индустрию Британия не смогла. Это бросить невозможно, это инфраструктура огромная. А в США тогда не было особо ничего. Ну, только она зарождалась там и так далее. Они что сделали? Они сделали самолет, да, который может бросать бомбы на корабли. Появилась палубная авиация, да, которая вообще уничтожила, грубо говоря, линкорный флот вообще полностью на корню, превратив их в второстепенные корабли. Почему так произошло? Потому что они не были завязаны в этой инфраструктуре изначально. Поэтому на самом деле шанс есть. У нас точно так же, у нас нет никакой инфраструктуры, у нас нет огромных университетов, там, Бауманов там, и так далее, да. У нас нет какой-то там супер нефтегазовой отрасли, да, перерабатывающей имеется в виду. Не трубы, я не имею в виду трубы, отрасли никакой нет. И вообще у нас никакой отрасли нет, если, если честно быть, да. Поэтому нам на самом деле очень большой, скажем так, коридор девиаций, можно заниматься всем чем угодно. Я абсолютный противник насаждения производственных технологий в Якутии, потому что, во-первых, это бессмысленно, во-вторых, это будет слишком дорого, это требует очень много усилий со стороны государства и всегда заканчивается плачевно. Там, цеха «Базальт» тому пример, там очень много таких компаний, предприятий. А вот, скажем, IT-сфера, поэтому абсолютно солидарен с Анатолием Семеновым в том плане, да, вот IT-сфера, такая технологичная сфера, она очень классная. Мы можем этим заниматься. Для этого не нужно, скажем так, какие-то производственные площади огромные, там, тепло и так далее. Ну, надо хорошо интернет провести и заниматься. Ничего для этого не нужно, по большому счету. Это во-первых. Во-вторых, вот вообще наши вот технологии, вот маленький такой примерчик скажу, тоже для понимания, да. Вот, например, косторезы из мамонтовой кости. Казалось бы, мамонтовая кость, она так ценится в мире, да, там, особенно в Китае, там, и так далее. Почему наши косторезы не продают на китайских рынках? Вот как вы думаете, почему не продают? Скорее всего, там лучше делают. Скорее всего, лучше делают в Китае. Нет, абсолютно. Китайцы Мгм. не будут покупать упряжку из оленей там с погонщиком. Зачем? Они этого не понимают. Они будут покупать свои вещи. Поэтому нашим косторезам нужно делать китайские атрибуты. Например, китайцы, приехав к нам, они же унты шьют, они же не шьют свои какие-то там местные, там какие-то китайские, я не знаю, там какие-то сапоги. Они повторяют нашу как бы идеологию, они повторяют нашу атрибутику, и мы все бежим на рынок покупать китайские унты, правильно? Да. Вот поэтому Это нам нужно именно, надо смотреть, где какой большой рынок, и интегрироваться в эти рынки. Не надо обособляться, не надо говорить, что вот мы такие, прямо такие северные, там мы только мы можем и так далее. Не надо Мгм. этого делать. Мгм. Ну вот я однажды был на выставке одной, это коллекция Стэнли Хо. Это человек, который один из крупнейших предпринимателей был в Гонконге, Макао, да, и у него в коллекции был такой один большой бивень мамонта, да, и он был таким образом своеобразно обработан, что этот бивень, он два раза был больше, его просто каким-то образом растянули, и там сделали фигурки, это целая история огромная, настолько тонко все это сделано, и буквально история путешествия короля обезьян, там, Ханумана, там, на запад, да, это целая такая древняя китайская история.
И там можно все видеть, да, очень маленькие детали, миллиметровые даже, все это очень красиво сделано. Фактически это какая-то технология, как обрабатывать вот эти кости, да, как сделать ее таким мягким, чтобы его развернуть и прочее. Я просто такие вещи нигде не видел больше, чем где-нибудь, где-либо, чем в Китае. Вот там только я это увидел. А у нас тогда, получается, это все еще надо развивать, чтобы выходить на такие рынки, знать хотя бы историю, вот ту, которая интересует этих людей, ну, имеется в виду покупателей тогда, получается. И, наверное, нашим людям, которые одиночные кустарные люди, это очень трудно сделать. Но согласен полностью, но извините, надо бросать вообще вот наш дурацкий миф о том, что все светлое – это без денег. Это миф. Это глупейший миф вообще. Вот бросать нужно это, бросать. Если ты не продал, если никто не купил твой товар, значит он плохой. Все, вопрос закрыт. Умеешь продавать – будешь нормально. Будет у тебя все идти. Не умеешь продавать, каким бы ты ни был ученым, каким бы ты там классным, хорошим, знающим, не умеешь продавать свои знания, не умеешь продавать свою технологию, не умеешь продавать свой, скажем так, свою мощь, эрудицию и так далее, значит, грош тебе цена. Все, вопрос закрыт. Мгм. Поэтому Так, вот это вот изначально базу нужно менять в людях. мгм. Тогда мудрость следующая, да, что все-таки что в любом случае, ну, мир так устроен, что вы должны смотреть на то, чтобы развивать ваши скиллзы, как раз, да, так сказать, soft skills, да, направление того, чтобы быть более эмпатичным, то есть уметь знать и видеть, как думают другие люди, уметь выражать свои мысли и идеи, передавать их, транслировать, чтобы это было ясно, и при этом вы не воспринимались как чужеродное тело, вы, наоборот, воспринимались как очень органично, связанное вот с восприятием этого человека и прочее. Это требует очень больших знаний и умений. Видимо, то, что нам надо воспитывать в наших детях. Согласны тогда вы с этим или нет? Я думаю, что вы согласны с этим. Да? Окей. Я согласен абсолютно. Еще скажу еще пару слов. Вообще, я вот заметил, что те страны, которые вот, ну, вообще весь мир на самом деле интегрирован друг в друга очень сильно. Нас все время пытаются как бы отодрать оттуда, да, ну, это тоже невозможно. Россия тоже интегрирована в мировую экономику, это абсолютно, да. И у нас не только есть нефть и газ, на самом деле очень много разнообразных продуктов, которые продаются из России, экспортируются, да. Это не только наши как бы богатства, как бы мы считаем, да, это технологии тоже. Очень много на самом деле. Процент вообще нефти и газа – это 32%. То есть тут не надо сказки тоже рассказывать, что это все только газ и нефть. Вообще, вот почему экономика интегрируется, вот люди интегрируются друг в друга? Потому что они друг друга понимают. Без этого вообще никак. Поэтому я абсолютно согласен с тем, что вы сказали сейчас. Мгм. И вот, говоря об этом, да, есть вот, например, в Индии очень такая интересная группа людей, которые, это даже не каста, да, это особая такая группа людей, которых называют джейны. Да, их не так много, это очень маленькая группа. Они проповедуют религию, которая очень древняя, да, это религия, которая у них много понятий такой, не делай зла, там, да, так сказать, ахимсы, так называемый. Это религия, которая возникла еще раньше до буддизма. И вот эти люди, они проповедуют одну главную идею, да, чтобы сохранить мир, самое важное, да, чтобы люди умели с друг другом общаться, торговать, это самое важное. И поэтому вот этот народ, он самый богатый в Индии, богатая в Индии группа людей, и они сейчас в основном заняты еще и IT-технологиями. Есть там, значит, огромные города, которые в Индии этим занимаются, IT-технологиями и прочими. И весь такой финансовый мир, который кружится вокруг этого, он в основном даже 70% принадлежит вот этим джейнам.
как говорится, которые поставили этот принцип общения с другими людьми и прочее, нахождение разных там совместных коллаборативных идей, проектов и прочее во главу угла. И действительно, чтобы выжить в этом новом мире, да, и всегда это было, наверное, задачей такой, это важно понимать, как другие группы людей думают, как можно с ними вместе находить общий язык и прочее. И в этом плане я с вами очень согласен, что действительно надо быть частью этого мира, чтобы выжить, чтобы дальше развиваться. И для этого наши дети, они должны, я так думаю, часто вот э, каким-то образом попадать или учиться в таких местах, например, да, потому что я так вижу, очень мало вообще из России людей учатся в той же США, в других местах. Я считаю, что это может быть очень даже не помогает нам, да, в дальнейшем. Вот представьте себе, Китай там каждый год отправлял там по сотне тысяч людей, да, кстати, туда студентов в Штаты. И они там учились. Сейчас говорят, да, там примерно 400 тысяч, да, 360 или 370 тысяч студентов, только студентов университетского уровня, то есть даже не включая туда аспирантов, там прочее, да, кстати, их цифра может быть совершенно другая, да, в этом плане. И как вы думаете, что можно сделать, да? Можем ли мы такой переход сделать, чтобы наши дети поступали в лучшие там вузы мира и прочее? Но лучшие вузы мира, конечно, круто, но это требует денег, да, Да, опять же. очень больших. Мгм. Да, но, например, скажем, вот мне, например, абсолютно не нравится наше школьное образование вообще. От Мгм. слова вообще. Абсолютно не нравится. Программа, вообще сама вот система обучения, вот она абсолютно, мне кажется, неприемлема вообще. Детей пытаются сделать энциклопедии, да, и вообще ни один ребенок не умеет ничего решать ни одну ситуацию, то есть не Мгм. пользоваться своими знаниями никто не может абсолютно. Мгм. И это очень плохо. И даже наши шаг в будущее и так далее, вот эти вот мероприятия, которые происходят, я частенько бываю там экспертом, Мгм. они выглядят как вот в наше время пионерские какие-то сборы. Мгм. То есть, по сути, для галочки вышестоящим органам, там, скажем, управлению Мгм. образованием, там еще Мгм. что-то. Это очень Мгм. плохо. Так не должно быть. Вот это все убивает на корню вот эти вот все потуги. Там. Дети, потому что они же мягкие, пластичные материалы, они учатся. Мгм. Они быстро учатся, они могут так же быстро учиться плохому. Мгм. А, И учить язык нужно, без языка вообще никуда, английский язык обязательно нужен. Особенно, почему они учат? Потому что им неинтересно, например, скажем так, да? Мгм. А интерес мы должны поднять. И второй момент по обучению, когда ты уже закончил школу, там, в университете учишься и так далее, есть очень крутые онлайн-образовательные курсы, Курсера та же самая. Вот почему в Курсере никто не учится, я не понимаю. Там куча дипломов можно получить, притом настоящих. Вот Мгм. недавно Google набирал, например, в Курсере тоже студентов. И притом можно запросто через Курсеру поступить на работу в любую технологическую компанию. Мгм. У нас запросы очень маленькие, мы привыкли к маленьким зарплатам. Никакой американский разработчик меньше 60 тысяч долларов в год вообще даже думать не будет. Мгм. А для нас это огромные деньги. Я сомневаюсь, что наши боссы даже зарабатывают 60 тысяч баксов в год. Мгм. Вот поэтому возможностей много на самом деле. Да. Ну вот, рассказывая про эти возможности, да, так сказать, можете нам рассказать про то, что вы сейчас делаете, да, какие проекты и прочее, вот на данный момент. Ну, на данный момент мы мощно работаем, у нас несколько проектов таких. И сейчас слышно, да? Да-да, очень хорошо. Очень хорошо Ага. слышно. Несколько проектов. Мгм. Спасибо. И вообще, как бы, несмотря на пандемию, наоборот, даже, скажем так, в период пандемии мы сделали небольшой пивот и начали развивать, например, ультрафиолетовые стерилизации, облучение и рециркуляторы, на котором мы зарабатываем деньги, подножный корм для команды, да, чтобы развивались проекты. И основные наши, как бы, такие самые мощные проекты, это, конечно, хирургический наш робот, платформа Nexus Evolution, которая
мы взяли управление от нашего робота и задрайверили его в обычный комп, то есть мы сделали джойстик простой. То есть мы смогли спустить вот эту вот технологию симуляции хирургии, очень сложную, на уровень бытовой. То есть у нас наш джойстик, он, по сути, включил в USB и все, и начал работать. И если у нас все получится, а я так уверен, что точно получится, в феврале мы уже начнем проводить онлайн-олимпиады среди хирургов в России. Ну, не только России, у нас там международные олимпиады в основном происходят. Там Казахстан, Австрия, Германия, Австралия, американские 2 команды хотят участвовать. Разошлем наши джойстики и будем это все продвигать, делать. Еще мощнейший проект у нас сейчас идет, очень жесткий, называется Jera Amvolt. Это шлем маска с учетом сатурации, точнее оксигенации крови. То есть одеваешь этот шлем, он считывает автоматически твою сатурацию, подает, моторчики подают воздух. Если ее не хватает, то подается еще и кислород. Ну, не буду это все сейчас жестко рассказывать. Мы хотим выйти на Kickstarter сейчас, довольно скоро. Проект уже прототипируется, делается активно. Вообще в команде работает очень много народу. У нас получается сейчас в активной такой работе 5 проектов идет. Начинается сейчас, в феврале опять начнется пилотный по поводу пациентов с депрессиями по нашей Jera AI, да? Если кто-то подумает, что это трудно, как это так, несколько проектов сразу, это тоже как бы миф. Почему? Потому что у человека всегда очень много свободного времени. Вранье, когда человек говорит, что нет свободного времени, значит, плохо организует свое свободное время. И нужно как бы брать людей, команда должна расширяться, если ты не успеваешь сам, да? И самое прикольное то, что нужно всегда делать несколько проектов. Это правило вот американских больших таких серийных бизнесменов, которые подняли не один единород, да? Они делают несколько сразу. Потому что в какой-то момент какой-то застревает, в этот момент идет другой, и так далее. Они друг друга начинают тянуть. Вот, например, если Маск, Илон, взять его, да? SpaceX, Tesla, Starlink, да, у них все вместе идет. Neuralink, у него проектов 15. И они все одновременно идут, и друг за другом кто-то начинает успеха достигать и приносить деньги, генерить деньги, и поднимает другие за собой. И вот постоянно, поэтому они всегда на плаву. А когда у тебя один проект, он встал, и ты встал. Вот. Самое ценное – это время. Вот самое ценное. Все остальное, как бы, все ценно, конечно, но вот самое ценное – это время. Не надо его терять. Да, действительно, это так. И получается, вот ну, в этом плане, да, так сказать, когда у вас будут возможности, да, оценить, насколько ваши проекты лучше. Вот вы сказали уже февраль, да, так сказать. У вас есть конкретный план, да, так сказать, какое-то вот видение того, что вы приходите к какому-то там этапу, да, так сказать, и потом новый круг, да, инвестиций, или как это все происходит? Ну, проблема инвестиций в том, что их надо возвращать, да. Да. Поэтому с этим немножко нужно осторожненько очень работать. Вообще инвестор – это отдельный такой разговор. Я думаю, ни одного часа, поэтому я не буду этого касаться. Что касается наших вещей, в период пандемии мы вот на ультрафиолет, когда перешли, мы поняли, что нужно прямо сейчас это делать, потому что это принесет деньги. И это принесло деньги. Это принесло деньги, и нам есть жирок, чтобы заняться, закрыть весь 2021 год. Скажем так. Плюс у нас несколько грантов выигранных больших, которые мы тоже пустим именно на развитие этих проектов. Сейчас мы немножко воздерживаемся от инвестиций. Например, по Nexus Evolution после Росомеда у меня поступило несколько предложений, в частности от Virtumed, да, это такая знаменитая большая компания, холдинг российский, который занимается стимуляционными технологиями. Он говорит, вот 5 миллионов прямо сейчас даю, потом 5 еще и так далее. Ну, мы немножко тормознули, потому что продастся на слишком раннем этапе, это плохо. Слишком маленькая цена потом будет. Поэтому нужно максимально продукт выверять, выносить на самые такие поздние стадии, и после этого уже как бы инвестироваться. Понятно. Ну вот вы сказали, да, что у вас прорыв произошел во время пандемии, да, так
сказать. И в этом плане, да, ну, большинство населения, естественно, не врачи, как говорится, мы немножко не знаем этого, да, так сказать. У нас много спекулятивных идей и прочее, что происходит, и как дальше все это будет и прочее. Вы могли бы как врач, там, да, как человек, который связан вот этим сообществом, сказать, какое вот сейчас сложилось у медиков впечатление и мнение, да, так сказать, относительно пандемии, и как дальше мы будем развиваться в этом, если оно будет еще продолжаться? Ну, скажу сразу, что эта вещь ужасная. Мгм. Ужасная в плане того, что вообще никогда такого не было. И правильно, скажем так, ну, на мой взгляд, правильно Дональд Трамп наезжает на где началось, где Китай, да? Мгм. Почему? Потому что непонятно. Природные вирусы так себя не ведут абсолютно. Потому что так бы у нас человечества бы и не было, да, скажем так, начнем с этого. Мгм. Данная пандемия, она будет идти долго. Как минимум до следующей осени. Как минимум. Первые живые вакцины, о которых сейчас трубят везде, да, это живые вакцины, они, короче, грубо говоря, они не смогут резко подавить. Ни одна генерация, ни одна итерация вакцин должна быть, чтобы реально, чтобы у человека задавить все это как бы. Поэтому с какими-то промежутками, с какими-то падениями, взлетами она будет идти долго. И вообще мир изменился уже. Мгм. Уже, уже не будет того мира, который был до пандемии. Это однозначно. Все это поняли уже. Мир изменился радикально, притом в общении мир изменился в жестком стиле. Мы здесь в Якутии можем этого не понимать, да, у нас там ничего не изменилось, там мы также ходим друг к другу в гости там, и так далее. А скажем, в Гонконге изменилось, скажем, в Сингапуре изменилось. Мир-то там, на самом деле, где много народу. Мгм. Там, например, скажем, никто, вот каждое утро, идя в метро, люди уже понимают, к чему это может привести. Люди понимают, что за свое здоровье придется самому только расплачиваться. Это все знают. Это у нас как бы принято, да, если я заболел, давайте лечите меня. Вы должны. В мире нет такого. Это означает, что тебе придется тратить деньги на лечение. Это означает, что ты будешь мучиться, у тебя мозги не будут работать, у тебя там поражение легких там, и так далее. Это все ужасно. Все это понимают. Мгм. Поэтому мир жестко изменился, и это будет еще долго лихорадить. Короче, планету будет, ну, как минимум год. Как минимум. Мгм. Мгм. Ну, сейчас вот даже наши дети, да, они ощущают это, потому что многие ребята, которые поступили в университеты, не могут выехать, учиться там. Сейчас многие учатся дистанционно, да, фактически так получается. У нас вот и дети, которые поступили в заграничные вузы, и какое-то радостное было ощущение, что они поедут туда и значит, будут там на месте изучать, да, так сказать, все это с сообществом познакомиться, но как говорится, сейчас все это все отложилось, и мы не знаем, когда это все закончится, и, видимо, это еще будет долго идти, да, так сказать, и, как говорится, все будет, ну, все уже стало по-другому, да, так сказать, вестись и прочее. Мы действительно только сейчас начинаем все это осознавать, и это действительно нас заставляет задуматься о том, что дальше будет и прочее. Ну, естественно, все это, как говорится, говорит о том, что те дистанционные технологии, которыми занимался весь мир, да, сейчас как раз стали самой важной частью нашей жизни. И вот эти зумы, там прочее, да, так сказать. Как вы думаете дальше, что будет дальше с этими дистанционными технологиями, да, так сказать? Ну, даже включая там ситуацию, что вот такие пандемии будут происходить дальше и прочее. Как вот вы видите будущее в этом плане? Ну, скажем так, это не означает, что у нас будет постоянный локдаун. Мгм. Все равно как бы какая-то часть вернется, все равно там офлайн общения будет много, все равно будут происходить конференции, большие там встречи и так далее, и так далее, и так далее. Но Мгм. эта пандемия внесет, ну, это мое личное мнение, да, сразу скажу, Мгм. Мгм. внесло и внесет огромные такие, скажем, психологические моменты, да, то есть в любом случае в больших местах, скоплениях люди будут носить какие-то средства защиты, Мгм. однозначно. И поэтому мы, учитывая постковидный мир, начали создавать свой шлем-маску. Суть в Мгм. этом изначально.
Мгм. Это во-первых. Во-вторых, дистанционные технологии жестко усилятся, но это не означает, что университеты перестанут учить оффлайн. Мгм. Такого не будет. Просто будет предохраняться, будет очень смотреть за собой. Очень сильно возрастет понятие, точнее, практический смысл совершенно приобретет понятие личное пространство. Мгм. То есть раньше это личное пространство, это было какое-то, скажем так, понятие такое как эфемерное, Мгм. а это сейчас будет чисто практический такой смысл. Личное пространство. Мгм. Всё. Ну, как-то так. Да-да-да. Ну, и сейчас у меня вот мой помощник, да, Альберт Иванович, ну, заготовил какие вопросы, да, которые ему очень хотелось у вас спросить. Пожалуйста, Альберт Иванович. Добрый вечер. В начале интервью я сидел очень спокойно, сейчас сердце бьется чуть намного быстрее по сравнению с началом, потому что я понял всю серьезность ситуации. Ну, здесь как бы не до шуток. Почему? Потому что, ну да, мир уже изменился, и вот проекты, которыми занимается Петр, это, мне кажется, основаны больше на hard skills, на знаниях нашего сегодняшнего героя, который нашел применение и вышел на такой большой уровень. Ну, хочу сказать, что человек, который реально занимается делом. И вот скажите, пожалуйста, когда пришло понимание, что вот все ваши знания, они могут быть именно запущены на глобальный уровень? Ну, понимание пришло тогда, когда я увидел, как запускаются эти глобальные уровни. Мгм. До этого я считал, что это за глобальный уровень делается, вот, ну, как я вначале сказал, там, не знаю, там, огромным конструкторским бюро, скажем так. Я так думал. Мгм. Но когда я увидел, особенно вот в Германии, как происходит там запуск того или иного продукта, я понял, что вполне можем этим заняться, абсолютно не боясь ничего. А вот этимология, можете чуть-чуть рассказать про этимологию слова «джера»? Что это означает, это слово? Джера это руны. Мгм. Это руна, она означает урожай. То есть нам очень понравился сам логотип, вот, то есть это вот такая вот структура, да, во-первых. Во-вторых, нам очень нравится то, что собирать урожай, да. Мы хотим собирать. Вот Nexus это был проводник, то есть это Мгм. начало. То есть мы начинаем проходить куда-то, да, что-то Мгм. понимать, да, там. Мгм. А Jera это уже собираем урожай. То есть теперь Мгм. время пришло собирать урожай. И можете, пожалуйста, рассказать про то, насколько много урожая в этом году? Ну, в этом году так довольно серьезно урожая собрано, потому что, ну, благодаря Уфе, нашим этим новой, ну, не новое, скажем так, это чистый бизнес, да, там особо технологий нет. Мгм. Плюс к этому мы выиграли, мы прошли акселератор B8, там 1 800 000, да, например. Мы взяли фришные несколько грантов и довольно много взяли. Поэтому еще раз повторюсь, что на 2021 год у нас хватает. Я думаю, что хватит хотя бы там на базовые вещи для работы проектов. А вот когда вы начинали заниматься стартапами и спустя все это время, о существовании каких стен вы не подозревали и которые для вас были, ну, мягко или грубо говоря, сюрпризом? В стартапах сюрпризов всегда много, поэтому и называется стартап, да. Вообще, мой совет, когда вы хотите заняться новым делом, никогда не бросайте старую работу. То есть самое отвратительное, это когда ты, у меня новое дело, и бросил бросил все, что нажито непосильным трудом, и пошел этим заниматься, это бред. Потому что, скорее всего, первый будет это фейл, первый Мгм. стартап там. Вообще, вот эти занятия инновационным таким бизнесом, это постоянное обучение. Ты с каждым разом что-то начинаешь уметь лучше, чем в прошлом году. И в следующем году я буду уметь лучше, чем в этом году. Поэтому тут сложно сказать насчет сюрпризов. Сюрпризов было очень много, начиная от понятия вестинг, начиная от понятия, скажем так, когда конкретные провалы, да, большие и так далее. Поэтому
А вы читали какую-нибудь специальную литературу про стартапы или сразу начали заниматься этим и все про это узнали, как говорится, во время вот занятия этим стартапом? Или у вас всегда были под рукой какие-то книги, которые помогали вам, может быть, принимать какие-то решения? Ну, книг полно и ресурсов полно, начиная от нашего родного VC.ru, Хабр, там, я не знаю, миллиард ресурсов вообще. Сейчас вообще миллиард ресурсов. Бери и читай вообще. Я не знаю, в чем проблема. Проблем никаких нет, абсолютно много всего. Так что очень, очень легко это. А вот вы сказали, что сейчас вот текущее образование не отвечает современным требованиям, что в школах образование не дает никаких, ну, каких-то навыков, имеется в виду, может быть, soft skills, да? А вот вы это связываете конкретно с чем? Почему так произошло и почему сейчас образование не такое, как хотелось бы, по вашему мнению? Вот вы сказали, что люди не заинтересованы. Может быть, еще есть какие-то причины, почему люди не заинтересованы? Ну, это, мне кажется, довольно политический вопрос. Мгм. И как-то трудно на него отвечать. И, если честно так сказать, мне вообще не нравится наш курс государства абсолютно полностью, потому что идти обратно в Советский Союз, это вообще как бред вообще конкретный, и это ни к чему хорошему не приведет. То, чтобы у нас был Советский Союз, это хорошо, и надо этим пользоваться, идти вперед, а не идти назад. Не надо жить Второй мировой войной. Вот постоянно жить Второй мировой войной, это бред вообще тоже. Ну, была война, была, хорошо, помним, пошли дальше. Зачем возвращаться-то туда? И мне нравится наше образование тем, что у нас все вокруг войны. Вообще все. Все вокруг вот какого-то наследия и так далее. Это должно быть, но это не должно превалировать абсолютно. Технологии никаких не преподается в школе. А вот то, что сейчас повсеместно, ну, есть интернет, у нас даже в Якутии, можно сказать, везде вот оптоволокно, ну, где-то не на 90%, да, и, скорее всего, это тоже имеет какое-то влияние на то, что люди сейчас уже больше интересуются, ну, технологиями, занимаются стартапами и знают, что там действительно в интернете место найдется, ну, для каждого, у кого есть сила и энергия заниматься чем-то. Вы согласны с этим, да? Да, согласен, конечно, абсолютно. Интернет дает возможность заниматься всем, чем они хотят. И скажу сразу, у нас в России все хорошо. Вот реально вот это вот похвала нашей власти, то, что все-таки интернет никак не, как бы, скажем так, особо не закрывается, и скорость у нас высокая. И она доступная. То есть, Мгм. скажем, за маленькие деньги у нас большая скорость. Скажем, такую скорость, как сейчас у нас вот на Zoom, например, в США невозможно. Это нужно платить большие бабки. Мгм. Вот сегодня мы очень много говорили про психологию, и очень важно, вы сами сказали, что важен, в любом деле важен сооснователь. Ну, имеется в виду, не одно большое дело одним человеком не делается. Вот вы можете, пожалуйста, рассказать, как у вас, как вы находили своих сооснователей, вот как идея у вас внутри группы обсуждается, и вот в этом плане. Ну, вообще, любая команда, тем более такая вот, как бы, стартаперская команда, она не может существовать, если есть какая-то иерархия, да, изначально. Мгм. Молодых ребят невозможно собрать под одно крыло и приказывать им команды давать. Даже если ты платишь им зарплату. Это невозможно. Из этого ничего хорошего не получится. Так можно работать в бюджетном учреждении, скажем так, выполнять какую-то определенную работу, да, то есть там коробку А переложить там вместо Б, вот каждый день, Да. и вести отчет. Все. А в такой вот, тут нужна отдача же от каждого человека. Отдача возникает только когда мотивация. Мгм. У вас есть какие-то секреты тайм-менеджмента, потому что вы делаете очень сложные операции, но при этом находите время и занимаетесь стартапами. Ну, тут всяко разно получится. Вначале как бы это вообще не поддавалось никакому учету, просто так шло.
Сейчас в жестком стиле каждый вечер делается план, прям поминутно, почасово. Если без таких планов вообще бессмысленно. Вообще. День уходит в никуда. Поэтому в жестком стиле все расписывается. В 9 часов это будет, 9:15 то, там и так далее, и так далее. А может быть, используете какие-то веб-сайты, которые бы порекомендовали нашим юным академикам, чтобы они тоже вот какие-то инструменты взяли, чтобы больше управлять своим временем? Или блокнот и ручка и сел и написал? Не, ну почему блокнот и ручка? Для этого существует куча всяких, Slack, например, да, там, опять же, тот же. Я вообще просто Гуглом пользуюсь обычным, все. Этого хватает. А вот когда-нибудь Якутск станет, выйдет на уровень Кремниевой долины, где будет куча компаний, большая капитализация, юникорны, такое в будущем возможно? Как вы считаете, лично ваше мнение? Я в это верю. Классно. Супер, супер. Василий Климович, пожалуйста. Да. Да, надо верить, потому что иначе ничего не сделать. И я очень рад, что мы сегодня очень интересно поговорили, хорошая беседа. Самое главное, надо все делать то, что вам нравится. И это действительно вот урок, который мы сегодня получили, потому что только человек, который искренне заинтересован в чем-то, он хочет узнать и прочее, он может только тогда глубоко все это осознать. Это уже было замечено с самых древних времен, как только человек стал думать, мыслить, и это все продолжается оставаться такой же истиной, как и всегда. И следующее, что надо всегда быть немножко авантюристом, рисковать, только тогда вы можете чего-то действительно добиться. Нет ничего невыполнимого, нет ничего невозможного, есть только вы и ваши, значит, как говорится, желания и возможности, которые вы можете применить, потому что природа вам дала буквально все. И в нашей стране очень много умных людей, много трудились, чтобы эти возможности были. И они сейчас существуют, благо у нас государство такое, что действительно имеет и пытается хорошо обратить свое внимание развитию молодежи, пытается создать там огромную федеральную экосистему развития талантливых детей и одаренных детей. Ну, даже вот наша организация существует образовательный центр «Сириус», который работает с детьми, и это действительно уникальные, нигде в мире таких проектов нету больших. Надеюсь, что оно даст свои плоды, и не то, что надеюсь, да, оно действительно даст, потому что я в этом уверен, а уверен потому, что есть у нас такие люди, как Петр Неустроев, которые помогут нам в этом. Спасибо большое. И традиционно в конце интервью мы делаем небольшой блиц-опрос, полушуточный. Петр, может быть, уже знает про это, может, не знает. Там задаем вопрос, 2 варианта ответа. Вы выбираете, который ближе всего вам. А теперь я открою экран, чтобы было видно, чтобы вопросы были видны. И начинаем. Так, блиц-опрос. Первый вопрос. Кто умнее? Видно, да? Не слышно. Кот. Кот говорит. Кот. Кофе. Чай или кофе? Кофе. Сон. Утро. Пельмени или шашлыки? Шашлыки. Кино или театр? Кинотеатр. Лед или песок? Лед. Бег или плавание? Плавание. Стив Джобс или Билл Гейтс? Джобс. Лучшее место на планете? Республика Саха-Якутия. 3 величайших хирурга всех времен и народов?
э, Пирогов, Дебейки и Демихов. Ваша любимая фраза или цитата? Удача любит этих, как сказать-то, Смелых. удача любит смелых. Смелых, да, Берия. И закрывающий вопрос, в чем смысл жизни одним словом? Счастье. Мгм. Спасибо большое. Мгм. Супер. Да, очень поучительно, очень интересно, и желаем успехов больших в вашей работе. Надеюсь, что ваши проекты дальше будут развиваться, придут к очень хорошим, естественно, результатам, и ваш пример послужит и другим товарищам, нашим молодым исследователям, и людям, которые интересуются разными темами, да, развиваться. И я знаю, что вы проводите разного вида хакатоны и прочее. Надеюсь, что наши дети будут в этих хакатонах принимать участие, потому что часто бывает так, что среди школьников тоже встречаются такие интересные личности, которые могут что-то внести интересное. Да. Спасибо, спасибо. Мгм. Ну ладно, до свидания тогда. До свидания. До свидания.